22 апреля в селе Новый Куруш Хасавюртовского района состоялось торжественное открытие улицы и мемориальной плиты по увековечиванию памяти видного общественного и религиозного деятеля, погибшего при исполнении гражданского долга Мухаммада Хидирова. Он рано ушел из жизни, но цели у него, задачи очень такие были. Да, он всегда стремился в селе, чтобы в селе был мир, спокойствие. Он не за это свою жизнь отдал. Имам сельской мечети был убит экстремистами 9 сентября 2015 года по пути, когда направлялся в мечеть на утренний намаз. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, убийство – это большой грех. Как в Коране Всевышний говорит, убийство человека, который запретил Аллах, подобно убийству всех людей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, самое трудное для лицемера – это ночное и утреннее намаз. Как можно убить ученого рядом своего сына, когда он возвращался с утреннего намаза? Благодарные жители решили назвать улицу в муниципальном поселении в его честь и построили мемориал, посвященный их сельчанину. Инициатором этого мероприятия выступили директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гиреев и глава администрации муниципального образования Новый Куруш Рафик Юсупов. Уважаемые друзья, сегодня особый день. Мы пришли, чтобы выразить свое глубокое уважение Хидирову, его семье, его родным и близким. Я очень горд, что был знаком с этим человеком. Я горжусь тем, что знаком с этим селом, знаком с вами, уважаемые курушцы, что вы достойно воспитали такого человека. Это яркий пример того, каким должен быть истинный дагестанец, который не жалел ничего абсолютно, отдал жизнь ради того, чтобы мы могли сегодня жить в спокойствии и в здравии. Еще раз хочу выразить всем слова терпения, мужества и гордости за Хидирова Мухаммада Хидировича. Баркаллаху вам за то, что дали Дагестану такого сына. Разрешение, конечно, выразить благодарность людям, которые организовали сегодняшнее мероприятие, которые сделали много усилий, проявили, чтобы улица могла носить имя нашего брата Мухаммада Хидирова. С вашего разрешения я хочу вручить им сегодня благодарность. В первую очередь Центр исламских исследований Северного Кавказа выражает глубокое уважение и благодарность Юсупову Рафику Перметовичу, главе администрации МО Новый Куруш, за вклад в сохранение и развитие межконфессионального и межнационального мира и согласия Республики Дагестан. Рафик Перметович. Спасибо вам большое. А также выразить благодарность Панахову Азиму Аслановичу, имаму мечети села Новый Куруш, за вклад в сохранение мира и согласия в нашей республике. Спасибо большое. Мероприятия направлены на противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде, сохранению мира и согласия в Республике Дагестан проводилось с участием родных и близких Хидирова, представителей министерств и ведомств, духовенства, общественных и патриотических организаций, средств массовой информации. Ассаламу алейкум. Уважаемые гости, уважаемый джамаат села. Большое спасибо, что вы так достойно оценили труд нашего сына, моего племянника. Сегодня и досадно, жалко и его, и тех, кто убил его, забудших, заблудились. Дай Аллах, чтобы таких больше не было, чтобы его смерть, его погибель объединяла джамаат нашего села,
чтобы в нашем селе был баракат, мир и спокойствие. Большое спасибо. Курушцу. Лезгист Хаяр Вахар. Гости, Яманар, друзья. Я родом из Рутульского района. Когда 9 сентября услышал вот эту трагическую весть, весь народ наш, многонационального рутульского народа, это принял как свой личный горе. Это личная трагедия. Примите от нас соболезнования. Дай Аллах, что в этом селении, красивое селение с красивыми людьми, мы гордимся вами. Только были благие, радостные, только хорошие, только мероприятия нам Аллах кисмат позволит. Позвольте передать искренние слова нашего министра по делам молодежи Арсена Руслановича. Ассаламу алейкум. И поблагодарить всех организаторов этого мероприятия. Как я знаю, Магомед Хидиров был мужественным патриотом. Благодаря таким патриотам, как Магомед Хидиров, в нашей стране согласие, мир, его работа была служением своему родному народу. А мы, как представители молодежи, будем помнить, гордиться, будем проводить ряд патриотических мероприятий в память Магомеда Хидирова. Выступающие гости и участники маджлиса говорили много теплых слов в адрес Мухаммада Хидирова. Отмечали, что его гражданская позиция и его деятельность является примером гордости и чести для возрастающего поколения, укрепления в них духовно-нравственных и религиозных ценностей. Мы найдем в исламе жизнь Хидирова и похожих на него достойных сыновей ислама. Я вот только что услышал от главы такие слова от уст Хидирова, рахимахуллах. Как он обратился к нему, просил у него кусок земли построить новую мечеть. Для чего? Сам подчеркнул глава. Чтобы объединить джамаат. Давайте взглянем на жизнь пророка, алейхиссалату вассалам. Давайте взглянем на жизнь Хидирова, рахимахуллах. Этот человек, следуя за пророком, алейхиссалату вассалам, призывал людей жить достойно на этой земле. Быть честными, нравственными, справедливыми. И чтобы уважали каждого, кого встречаем, к чему призывает ислам. В скором времени также планируется открытие новой джума-мечети и медресе имени Мухаммада Хидирова. Магомед был тем, кто послужил на благо единения нашего края, послужил для возрождения лучших традиций наших народов. Он отдал жизнь за то, чтобы на нашей земле был мир и спокойствие. Глава администрации района Джамбулат Хаджи Шапиевич знает, что это сегодня мероприятие. Он передает вам самые искренние, самые красивые приветствия ислама. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Хотя отсутствует, он с нами, он присутствует. Джамбулат Хаджи Шапиевич, я помню, никогда Мухаммаду, рахимахуллах, никогда не отказал ни в чем. Он очень уважал Мухаммада Хидирова, потому что он знал его идею, его идеологию. И поэтому Мухаммад Хаджи ушел из жизни, конечно, очень рано. Дагестан – это частица природы. Вот сам Всевышний нас к скалам посадил. Это многочисленные народы, что плечом к плечу веками дружно жил. Здесь горный дух и высокие нравы. Почитание старших и разум здесь царил. Сложные вопросы решили аксакалы. Честь и мужество с давних пор ценил. Мухаммад Хаджи Хидиров оставил яркий след в истории мусульман. Я хочу сегодня поблагодарить всех гостей тем, что они пришли сегодня поддержать нас с таким значимым событием для нашего села. Но дай Аллах, уважаемые братья и сестры, чтобы мы все были из числа тех людей, которые не прикрывались, а делали ради Аллаха и ради пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям.
большинство хороших деяний, чтобы нами был Всевышний Аллах доволен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Вы, говорит, не считайте павших на пути Аллаха мертвыми. Нет, говорит, они живы и получают удел от своего Господа. Напоминание всем нам. Мы все говорим, что имам был таким, у него были такие ахлаки. Он провел в своей жизни, он ни на что не обращал внимания, он только занимался да'ватом. Да, это правда. Но Аллах забрал его к себе, но то, что он делал, осталось же. Это же я обращаюсь сейчас к сельчанам. Мы в честь него, алхамдулилля, сегодня открыли улицу. Мы в честь него строим, иншаллах, через месяц откроем мечеть большой. Даже в районе, может, нету. Это не гордость, это то, что баракат, видим, да, имама, алхамдулилля. Все то, что он начал, посредством его бараката, мы продолжаем. Хочу от всего нашего джамаата поблагодарить всех алимов, всех гостей. Дай Аллах, чтобы наша жизнь не прошла зря. Дай Аллах, чтобы наша жизнь прошла в довольствие Аллаха. В завершение участники мероприятия посадили саженец дерева платан в честь Мухаммада Хидирова и совершили коллективный намаз, чтобы Всевышний принял этот маджлис и даровал своей милости и благодати.